Здравствуйте, уважаемые члены Общественной палаты, уважаемые участники наших сегодняшних общественных слушаний, организованных Общественной палатой Республики Саха-Якутия. Наша сегодняшняя цель – это обсуждение проекта федерального закона об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации. Согласно регламенту Госдумы, предложение по этому законопроекту принимается до 31 октября. Сегодня 15 октября. 13 октября расширенное заседание Комитета профильного Государственного собрания обсудило данный законопроект. В нем приняли участие также члены Общественной палаты, Совета старейшин, экспертное сообщество Саха-Конгресса, государственные деятели и лидеры общественных объединений. И сегодня мы с вами созываем общественные слушания Общественной палаты нашей республики. Сегодня присутствуют прежде всего все, здесь 5 нас человек, а это все депутаты, бывшие депутаты, оказывается, действительно нет бывших. Здесь и депутаты Государственного собрания, нескольких созывов. Здесь также присутствует народный депутат СССР Макар Макарович Яковлев. И также у нас сейчас заочно принимает участие депутат Государственной Думы Игорь Петрович Жирков. Я после вводного слова сообщу его мнение. Он сегодня срочно улетел в Москву. Итак, почему мы обращаемся к этому законопроекту в формате общественных слушаний? Прежде всего потому, что согласно пояснительной записке, приложенной к этому законопроекту, этот законопроект конструирует обновленную модель организации и деятельности органов публичной власти на территории субъектов Российской Федерации и строится целиком и полностью на новой категории «публичная власть». В государственном строительстве России исторически мы знаем, что носителем власти были сначала диктатура пролетариата, затем нерушимый блок коммунистов и беспартийных, затем нашей Конституции действующей – это власть, носитель власти, многонациональный народ России. Итак, сейчас наше Российское федеративное государство, как вы помните, устроилось на обновленной Конституции, которая основывалась на федеративном договоре. Затем в 1999 году был принят федеральный закон 184 об общих принципах организации законодательных, представительных и исполнительных органов госвласти субъектов РФ. А данный законопроект не требует изменения этого закона. Он остается действующим, хотя этот законопроект вносит изменения в тексте 69 действующих законов Российской Федерации и кодексов также. Также мы с вами помним, что суть государства именно как социального была и реформирована законом, тоже общеизвестным 122, который мы называли суперзаконом. В 1924 году это было. А сейчас же вот этот законопроект вводит и реформирование и этих принципов, вводя вот категорию «публичная власть». Общеизвестно нам всем, что по пункте 2 статьи 5 Конституции установлено, что республика, в скобках государства, имеет свою конституцию и законодательство. Вот именно исходя из этой статьи Конституции России мы будем обсуждать данный законопроект. Согласно части 1 статьи 67 обновленной Конституции установлено, что включается на территорию субъектов внутренние воды и территориальное море, воздушное пространство. Все это теперь, согласно этому закону, значит, создаются новые федеральные территории. И какова была, и какие территории будут подвергаться действию публичной власти, нам необходимо также сегодня обсудить. Потому что здесь вводится еще структура госвласти плюс местного самоуправления на всей территории. При этом отдельно выделяются города федерального значения,
столицы территорий субъектов, арктические территории. В общем, нам необходимо понять, какие здесь есть противоречия, какие ответы, вопросы мы вытекают из текста этой Конституции, и данного нашей Конституции, и, соответственно, из данного законопроекта. Их соотнесение каково. И также каково соотнесение с действующими законами, с Конституцией нашей республики, и также международной практики развития федеративных отношений. Так, на мой взгляд, нам необходимо искать ответы хотя бы на 5 вопросов. Первое – это вопрос. Как внести нам ясность в само понятие? Что есть публичная власть? Какова ее иерархия? В системе федеральный центр, субъект, органы местного самоуправления, территориальная форма самоуправления, на какие территории она распространяется? И как она соотносится с Конституцией РФ и федеративному обустройству? Какова концепция вообще данного законопроекта с точки зрения развития федеративного государства? И нам же важно понять, поскольку мы все общественные лидеры, каково место гражданского общества, власти многонационального народа, общества в системе публичной власти. И какие плюсы и угрозы от этого закона мы можем ожидать жителям муниципальных образований, местного самоуправления, полномочиям субъекта Российской Федерации в части организации управления территорией. Могут быть расширены эти вопросы, поскольку у каждого из нас есть подготовленные предложения и тексты. Итак, уважаемые участники наших общественных слушаний, здесь у нас присутствует те, кто подготовился к выступлению, и также мы провели определенную экспертную работу, чтобы это осознать, принимали участие также на комитете Илтумена. И вот у нас здесь присутствует 5 человек. Их должности и позиции общественные будут обозначены в процессе их выступления. Значит, разрешите начинать наше общественное слушание с текста, оставленного нам Егором Петровичем Жирковым сегодня, как говорится, на борту самолета. Пока только 3 пункта у него, а так у него 10 пунктов. Мы ожидаем, что в субботу и воскресенье по прилету в Москву он допишет свой текст. Могут быть в этом тексте то, что вызывает дискуссионное обсуждение, и в процессе нашего разговора, уважаемые участники круглого стола, вы фиксируете свои вопросы, предложения в чате, и мы постараемся вести активный равноценный диалог нашей публичной, в данном случае как раз публичных слушаний. Итак, первое, значит, что нам Егор Петрович Жирков, это депутат Государственной Думы первого созыва, он же был народным депутатом Илтумена 5-го созыва, и считает необходимым сегодня озвучить. Во-первых, по концепции законопроекта. Общий принцип организации публичной власти в субъектах Российской Федерации вот здесь, в этом тексте, не выдерживает критики с точки зрения ее противоречий и несоответствия конституционным положениям глав 1 и главы 3 Конституции Российской Федерации. Это первое. Прежде всего, принцип разделения госвласти на законодательную, исполнительную и судебную, установленный незыблемым положением статьи 10 главы 1 Конституции РФ. Также много статей проекта, в том числе вся глава 7 проекта о разграничении полномочий, прямо противоречит и нарушает положение статьи 11 пункта 3 Конституции РФ, в котором разграничение предметов ведения полномочий между органами госвласти РФ и органами госвласти субъекта осуществляется только лишь самой Конституцией, федеративным договором и иными договорами о разграничении полномочий. То есть здесь есть исчерпывающий перечень. Другого быть не может. Следовательно, глава 7 предлагаемого законопроекта противоречит Конституции РФ, нарушает эту основополагающую статью 1. Второе его предложение. Концептуально нарушается проектом и статья 12 Конституции РФ, в которой установлен принцип самостоятельности местного самоуправления, а также его невхождение в систему органов государства.
Из этого следует вывод о невозможности вхождения местного самоуправления в одну систему, то есть публичную власть, вместе с властью субъектов РФ, госвластью субъектов РФ. И третье его возражение состоит в том, что ссылка к первой статье Конституции о единой системе публичной власти несостоятельна и неправомерна, так как в тексте Конституции есть положение лишь об единстве системы исполнительной власти Российской Федерации. Вот таково его мнение, еще не завершенное, и мы ожидаем его обсуждения и этих его письменного текста. Итак, значит, как я уже заранее сообщила, у нас создалось общественное объединение из 11 экспертов, и их работу сейчас, значит, постарается систематизировать и изложить Иван Иванович Шамаев. Он председатель Конгресса Саха и народный депутат Элтумян. Какого? 5-го созыва. 5-го созыва. Пожалуйста. Так, добрый день, уважаемые участники сегодняшнего обсуждения. Ну, я фактически повторю доклад, который был сделан 2 дня тому назад на круглом столе, кажется, да, Элтумяна. Комитет. Расширенный комитет. Расширенный комитет Элтумяна. Да? Там, значит, разбирали как раз этот закон. Ну и я даже начал с того, что, в общем, если сравнить с 2014 годом, вот когда принимался закон о территории опережающего развития, у нас была тишина, тишь да гладь, никто ничего не хотел ни говорить, ни слышать. И по сравнению с этим, ну, конечно, законы эти, может быть, несравнимы друг с другом, так? Но, тем не менее, тот закон до сих пор действует, и он также является, вот, ну, там прошло очень много негативных моментов, и они не замечаются. Так, и хорошо, что вот республика Элтумян, ну и общественность уже начала работать до первого чтения вот этого проекта закона. Ну, тут, значит, сразу же, вот из того, что сказал Егор Петрович, из того, что говорила, значит, Ульяна Алексеевна, мы видим, что понятие публичной власти, ну, мы пока никак не можем понять и привыкнуть, вот это понять термин «публичная власть», и поэтому все-таки нужно, чтобы мы все время будем наталкиваться на необходимость разобраться с самим термином этим. Вот. И предлагаем вот, депутатов Элтумян, депутатов Государственной Думы запросить у Конституционного суда РФ толкование термина «публичная власть», чтобы было его однозначное понимание, тогда можно будет обсуждать многие вопросы. Теперь второе. Ну, вы знаете, что вот согласно пункту 3 части 1 статьи 28 проекта закона полномочия высшего должностного лица субъекта РФ прекращаются досрочно в случае отрешения его должности президентом Российской Федерации в связи с утратой доверия президента Российской Федерации. То есть президент Российской Федерации просто может сказать, что вот вы, Петров, Иванов, потеряли мое доверие и все. Это может быть человек, который является всенародно избранным субъектом Федерации. Считаем, что так не должно быть. Вот. Потому что, ну вот, например, в 184 законе, который действовал, да, в общих принципах организации законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов, значит, там устанавливается основание для утраты доверия президента. Это, значит, выявление фактов коррупции или неурегулирование конфликта интересов как правонарушений
либо установление в отношении высшего должностного лица субъекта фактов открытия или наличия там счетов и т.д. и т.п. Так? Вот, вот такие моменты, и поэтому требуем в пункте 3 части 1 статьи 28 законопроекта добавить основание утраты доверия президента как в вышесказанном действующем законе, федеральном законе 184. Также, значит, об этом в прошлый раз тоже говорили. Значит, то, что президент дает выговор высшему должностному лицу, это тоже мы считаем неприемлемым. И вот это, значит, такого момента в федеральном законе не должно быть. Вот третье. Об участии федеральных органов исполнительной власти в формировании органов исполнительной власти субъектов. Часть 3 статьи 4 проекта закона звучит следующим образом. Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать в формировании органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также осуществляющих жилищный, строительный надзор, назначение на должность и освобождение от должности должностных лиц, указанных органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке и в случаях, установленных федеральным законом. В государстве с федеративным устройством, какой является Россия, введение такой гиперопеки над субъектами со стороны федеральной власти является абсолютно неуместным. Считаем, что пункт 3 статьи 4 проекта федерального закона необходимо изъять. Четвертый момент. О предоставлении права законодательной инициативы прокурору субъекта. Согласно части 1 статьи 10 проекта, прокурору субъекта напрямую дается право законодательной инициативы в законодательный орган субъекта. Так, согласно статье 6 действующего 184 федерального закона, прокурор субъекта не имеет права законодательной инициативы. Но мы знаем, что Конституции субъекта такое право может быть предоставлено иным органам, в том числе и прокуратуре. Большинство субъектов, кроме Чечни, Республики Саха, предоставили в своих конституциях право законодательной инициативы прокурора субъекта. Право законодательной инициативы прокурора субъекта. На федеральном уровне, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, генеральный прокурор не является субъектом законодательной инициативы. И это логично. Прокуратура является надзорным органом. Она осуществляет надзор и вносит представление об устранении нарушений. Прокурору субъекта нет необходимости права законодательной инициативы, так как у прокурора субъекта в соответствии с федеральным законом о прокуратуре есть и другие средства прокурорского реагирования для изменения, признания несоответствующим закону субъекта, такие как представление и протест, которые вносятся в законодательный представительный орган государственной власти субъекта. Считаем необходимым изъять этот пункт 1 статьи 10 этого проекта. 5. Так. О деятельности мировых судей. Согласно части 5 статьи 4 проекта закона, мировые судьи субъекта Российской Федерации осуществляют свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ о судебной системе, иными федеральными конституционными и федеральными законами. Такой текст проекта закона входит в противоречие части 1 статьи 1 Федерального закона 188 о мировых судьях в Российской Федерации, где устанавливается, что порядок назначения, в скобках избрания и деятельности мировых судей устанавливается также законами субъектов Российской Федерации. Тем самым требуем изменить часть 5 статьи 4 законопроекта следующим образом. Мировые судьи субъекта Российской Федерации осуществляют свою деятельность на территории субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о судебной системе
иными федеральными конституционными и федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации. Шестое. О передаче полномочий по предметам ведения РФ органам государственной власти. Иван Иванович, вот сейчас вот я веду вот это общение с нашей аудиторией, так? И вот поступило сообщение, у нас здесь присутствует вот, депутат Государственной Думы Аксентьева Сардана Владимировна. Да, вот мы видим ее. Да, видим. Прежде всего, хотелось бы поздравить нашего представителя нашей республики, нашего мэра города Якутска. Позвольте вас, Сардана Владимировна, поздравить с высокой ответственной должностью в Государственной Думе. Поскольку она сейчас в Москве и очень быстро спешит, можно вас попросить несколько слов, потому что мы все наши заключения, нашей работы отправим 5 нашим депутатам Государственной Думы. Пожалуйста. Добрый день. Мне очень неловко, что мы прервали уважаемого Ивана Ивановича. Я прошу прощения. Я с большой радостью, во-первых, на вас всех сейчас смотрю. Очень рада вас всех видеть. Мы с вами знакомы лично. С большим уважением к вам отношусь. Отдельно приветствую одного из моих учителей, Альбину Михайловну Лыхину. И, конечно, мне исключительно важно услышать и получить ваше мнение. Мы сейчас начинаем серию публичных обсуждений, общественных обсуждений этого законопроекта. Но родная Якутия, я знаю уровень принципиальности всех людей, которые вот сейчас занимаются экспертными оценками. Я знаю вашу не только принципиальность, но и очень высокий профессиональный уровень. И среди вас, и вы же не просто народные представители в свое время и сейчас тоже, но еще и очень высококвалифицированные юристы, поэтому ваше мнение для меня исключительно важно. Я хотела бы действительно его получить, поскольку на первом заседании Государственной Думы, на первом пленарном заседании, меня избрали заместителем председателя Думского комитета по федеративным отношениям и местному самоуправлению. И поэтому, спасибо. И поэтому, конечно, наш комитет не просто будет принимать одно из самых активных участий в обсуждении этого, внесении поправок и так далее, но и, собственно, мы намерены стать одним из соисполнителей по данному законопроекту. Но сейчас исполнителем является Думский комитет по госстроительству, но я думаю, что само название нашего Думского комитета по федеративным отношениям говорит о том, что мы должны, в общем, собственно, свое веское слово сказать. И поэтому, конечно, я бы хотела вот все ваши поправки получить. Повторюсь, я знаю, что уровень подготовки поправок будет очень серьезный, что можно его просто брать в работу и использовать. И, в общем, полагаю, что и остальные субъекты на основании вот тех поправок, которые внесены якутской общественностью, якутским гражданскими активистами, я думаю, что они вообще лягут в основу. Поэтому приношу еще раз извинения, Иван Иванович, за то, что прервали ваш доклад. Я вынуждена сейчас просто ехать дальше, но с нетерпением жду и запись, и если будет стенограмма, ну и, соответственно, все материалы общественных обсуждений. Очень рада вас видеть. До встречи. Пожалуйста, приглашайте меня. Я считаю, что вообще вся самая активная политическая мысль бьет ключом во всех смыслах в родной Якутии, поэтому, конечно, на нас все смотрят, я должна вам здесь сказать точно, на нас все смотрят, нас все слышат, нас все слушают. Слушают не в смысле слушаются, а в смысле тому, что очень внимательно относятся к нашему мнению. Спасибо большое, не прощаюсь, до следующей встречи. Спасибо, Сардана Владимировна. Установлена, как говорится, связь, коннект есть. Да. Спасибо, всего доброго. Спасибо большое. Запись ведется, стенограмма ведется, так что у нас все, информационное поле полностью технологизировано. Пожалуйста, Иван Иванович, продолжайте. Ага, спасибо. Так, действительно, мы впервые
работаем, как говорят, в таком формате, что мы обсуждаем, потом, значит, нас же слушает депутат Госдумы. В общем, такого, в общем-то, раньше и не было. С чем я и поздравляю всех слушателей. Теперь вот я остановился на пункте 6 о передаче полномочий по предметам ведения РФ органам государственной власти. Так, здесь об этом же как раз говорилось в письме Егора Петровича Жаркова. Так, в статьях 45, 46, 47 проекта федерального закона рассмотрены юридические нормы передачи полномочий, особенности передачи полномочий и изъятия переданных полномочий по предметам ведения РФ, а также полномочий РФ по предметам совместного ведения органам государственной власти субъектов Российской Федерации. Прежде всего, мы должны уяснить себе, что согласно статье 11 Конституции Российской Федерации о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти и органами государственной власти субъектов Российской Федерации осуществляется настоящей Конституцией, федеративным и иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий. Это так прописано в Конституции. Согласно пункту 2 статьи 78 Конституции РФ, федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конституции Российской Федерации федеральным законам. Таким образом, нормы, рассматриваемые в статьях 45 и 45-47, не могут регулироваться федеральным законом, каким является данный проект федерального закона. В связи с этим статьи 45 и 45-46 должны быть изъяты из проекта закона. Некоторые нормы по механизму заключения федеративного договора и иных договоров могут перемещены в статьи 50 этого же закона о договорах о разграничении полномочий и 51 о соглашениях между федеральными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти или друг другу осуществляемой части своих полномочий. Ну и седьмым я просто добавлю, об этом говорили депутаты Илтумен, и поэтому этот момент не будет, я думаю, упущен. Это вот 15 дней на внесение предложений. То есть вот 39-я статья, здесь пишется, что проекты федеральных законов по предметам совместного ведения после внесения в Госдуму направляются в законодательный орган субъекта и высшему должностному лицу субъекта для представления ими в Госдуму в 15-дневный срок отзывов на указанные проекты федеральных законов. Все здесь отметили, что 15 дней – это нереально короткий срок, и тут, значит, как минимум 1 месяц надо, значит, требовать. Ну, пожалуй, значит, все. Вот, значит, здесь в качестве общественных экспертов, значит, это выступили Кирилл и Николай Дмитриев, Осипов, Диустан Русланович, Степанов Сергей Карлович, ну и Шамаев Иван Иванович. Спасибо за внимание. Спасибо. Итак, значит, вы предлагаете полностью изъять статьи 45 о передаче полномочий Российской Федерации по предметам ведения, полномочий даже государственной власти субъектов. И 46-я статья, это, значит, это особенности, это уже механизмы, и также 47-я, именно как это изъять этих полномочий, переданных для осуществления органов государственной субъекта. Это выходит за пределы данного закона о публичной власти. Да, да. Но он говорит, что Николай Дмитриевич предлагает эту часть 50 перенести и 51 по механизмам тоже. Именно это касается механизмов. Хорошо, спасибо большое. Так, дальше будем слушать. У нас сейчас присутствует, значит, подготовлен доктор юридических наук, народный депутат Советского Союза, народный депутат Государственного собрания. Какой третий созыв был, да? Первый. Первый? О, мы с тобой первый. Мы перваки были. Хорошо, пожалуйста. Макар Макарович Яковлевич. Добрый день, уважаемые участники обсуждения. Перед тем анализировать проект закона, мне пришлось все-таки
большой анализ сделать закон 184 от 6 октября 1999 года. Этот закон действует уже 22 года. Правда, с 70 изменениями и дополнениями. Вот до недавнего времени вносятся изменения и дополнения, но в связи, наверное, развитием законодательства, развитием общества, наверное. Когда сравнил, я удивился, но большинство статей в буквальном смысле перенесены с того же закона. Ну, несколько изменений есть, хитро-мутро, такие изменения есть в нескольких, 2, 3, 4 статьях. А в общем целом там копировано, кажется. Но остается в действии. Ну, действующий закон остается, это пока еще проект получается. Вот сейчас мы остановились в понятии публичной власти. И вообще этот законопроект, который мы дискутируем, да, родился в связи с тем, что в прошлом году мы внесли изменения и дополнения Конституции Российской Федерации. Якутия здорово сопротивлялась. И поэтому, значит, по этой Конституции введен был термин или категория, как вы говорите, публичная власть. Публичная власть и система публичной власти, то есть система, да. И местное самоуправление был введен в систему публичной власти. До этого местного самоуправления, хотя была публичной властью, но в систему публичной власти не был внесен. Да, вот. Если анализировать законодательство зарубежных стран, то местного самоуправления в большинстве стран оказывается в пределах публичной власти, оказывается. А Россия почему-то местного самоуправления, значит, не ввела в систему публичной власти, оказывается. Ну вот, может быть, опомнились, они ввели систему публичной власти. И если остановиться, откуда это появился термин, ну, Лена Сергеевна говорит, энциклопедии, большой энциклопедии определения не нашел, а так-то, в общем, в целом-то этот термин применяется, конечно. Политикой давно публичная власть, да. В переводе это английское слово public, гласность, открытость, это все мы знаем. И еще есть понятие официальность. То есть это официальная власть, ну, можно сказать, официальная государственная власть. А что такое государство? Государство – это политика территориальная, суверенная организация публичной власти, классового общества, который имеет специальный аппарат принуждения и свои веления делает общеобязательным для всего населения внутри своей страны. Ну, это я вам дал одно из марксистских определений. То есть это власть государства, это власть господствующего класса. Ну, сейчас классов нету, тогда вместо классов сейчас, может быть, сказать, господствующего сословия. Можно так сказать. Или, социальные страты теперь называют. Видите как? То есть эта власть устанавливается, если хотите, вот, силой. Есть аппарат принуждения. И свои веления делать общеобязательным для всего населения внутри своей страны. То есть сейчас эту власть распространяет муниципалитету. Раньше эта власть не распространялась муниципалитетом. Видимо, вот новый законопроект принят именно с этой ситуации, чтобы распространить государственную власть именно муниципалитетом. Вот. Так можно объяснить примерно, ну, что такое публичная власть. Но если, допустим, энциклопедии нету, ну, может быть, а вообще политика-то применяется. Ну, не знаю, как там, можно действительно дать определение, пусть Конституционный суд работает, это его дело, да. Вот, я практически анализировал все статьи, вот, сравнивал с законом 184, вот, глава 1, это нашего законопроекта, общее положение, ну, статья 1, пункт 3, ну, все об этом говорят, уже говорили, и Шамаев говорит, и другие участники об этом говорят, и еще другие будут говорить, наверное. Федеральный орган госвласти и иные федеральные госорганы осуществляют свои полномочия на территории субъекта Российской Федерации непосредственно или через создаваемые ими территориальные органы. Но тут есть но. Во взаимодействии с органами госвласти субъекта чуть-чуть смягчили. Но с другой стороны, это получается, ну, как бы
мы приближаемся, ну, унитаризм получается, да? Да. Как вы говорите, мы чуть-чуть отходим от федерализма. Да. Москва умная, субъекты не умные, если грубо так. Послушные должны быть. Да, вот. Мгм. Статья 4. Орган госвласти субъекта Российской Федерации. Федеральные органы исполнительной власти могут участвовать, об этом только что вот Шамаев говорил, вот, формирование органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющие государственное управление в сферах образования, здравоохранения, финансов, а также существующий жилищный и строительный надзор, назначение на должность и освобождение от должности из указанных органов исполнительной власти субъекта Федерации. Это самая серьезная статья. Мгм. Самая опасная, серьезная статья. Видите, как получается? Мы же отдельных министров назначаем с утверждения парламента же. Обязательно. Понимаете? Тогда, получается, они проникают. У нас есть закон о разграничении предметоведения и эти власти есть. Да. То есть, получается, это покушение представительной власти, получается. Поскольку мы утверждаем своих министров парламентом же. Тогда после этого, получается, они подправлять могут. Они могут давать несогласие. Вот можно, вот эту норму крепко нам надо усвоить. Это очень серьезная норма внесена. Очень серьезная. Да. Вот тут сказали мировые судьи, субъекты Российской Федерации. Правильно совершенно заметили. Вот. Мировые судьи, значит, статус мировых судей регулировали еще и наряду с федеральными законами и законом субъекта Федерации. Ну, тут исключили закон субъекта Федерации. Ну, видимо, потому сейчас хотят делать мировые судьи, вроде бы это судьи субъекта Федерации говорят, да? На самом деле, скоро, наверное, мировые судьи пойдут в Федерацию. Да, и назначение тут ясно. Да, именно с этих целей они делают. Да. Скоро мировые судьи, это федеральные суды будут. Вообще, у них статус непонятен. Вот Вот. именно. Да, а зарплаты получают они от Федерации, получают, а аппарат обслуживает за счет бюджета республики. Вот. Ну, дискуссия давно идет. Поэтому, видимо, хотели, вот, федеральные мировые судьи хотели, видимо, забрать себе, наверное. Вот. 6-я статья, да? Участие органов, входящих в единую систему публичной власти, субъекты Российской Федерации. Вот. Решение задач местного самоуправления, это пункт 2, подпункт 4. Осуществляет правовое регулирование прав, обязанности и ответственности органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в случаях и порядке, установленных федеральным законодательством. Меня вот иногда настораживает слишком много бланкетных норм. Что такое бланкетная норма? Это ссылочная норма. Вот посмотрите тот закон. Будет завтра или послезавтра. Да, еще неизвестно, как он. Да, видите, как они очень хитро поступают. Да, здесь очень в этом много отношении. Участвовать в формировании органов местного самоуправления, назначение на должности и освобождение от должности должностных лиц местного самоуправления. В общем, в целом, вот, поскольку значит, сейчас местное самоуправление является системой публичной власти, видимо, эта норма будет правильной, с моей точки зрения. Вот сейчас какая ситуация получается? Вот власть республики только остается в ДП-2, ДП-9. Они никак не принимают участие в формировании кадровой политики муниципалитетов. Каждый избранный глава наслега, каждый избранный глава района сам, без, значит, согласования республики, назначает своих кадров. И снимает. И снимает. Это неправильно. В этой ситуации, допустим, конечно, они будут согласовать и так далее, и так далее. Другое дело, когда они будут назначены и не назначены, это, видимо, законом субъекта Федерации будет. Они дали волю вроде бы так. Вот. То есть главы района будут назначать или нет, это, видимо, республика сама решит. В очень нескольких местах есть такие варианты. Да, варианты есть. А с этой точки зрения, что они будут принимать формирование кадровой политики, это совершенно правильная норма. Вот. Дальше. Законодательный орган субъекта Федерации. Тут, что интересно, в пункте 1 статьи 7, да, исключили контрольный. Да. То у нас же контрольные функции же есть. Да. А почему они исключили, мне непонятно. Хотя там в российском парламенте у них уже контрольные функции были. Так же ведь, да? Но тут зато есть отдельное направление контрольно-счетная палата субъекта. Да, туда, видимо, все скомпоновали. Может быть так, наверное, да? Но почему-то хитро-мутро исключили контрольный, да? Ну, еще прокурорский надзор есть, контрольный называется, да? Да. Пункт 3.
Наименование законодательного органа субъекта не может содержать словосочетаний, составляющих основы наименования федеральных органов госвласти. Об этом мне когда-то лет 5 тому назад, да, как я, Матвеев, спросил. Оказывается, давным-давно в России идет, значит, дискуссия, почему, допустим, субъекты называют свой законодательный орган государственный. Видимо, они вот словосочетание российское говорят, да, там Госдума есть, а субъекты федерации не должны применять термин государственный. Видимо, хотят, что у нас законодательный орган не государственное собрание, да, но это мы в 1994 году большим боем это делали. Вначале законодательное собрание же было, правильно? Даже так 2 года. пошло так. А сейчас, видите, как Россия хочет это дело исключить, наверное. Так что нам надо будет готовиться к этому. Да, тем более, что государство, слово государство в скобках. Да. Республика в скобках государства. То есть государственное собрание получается как суверенная власть. Раньше тире было. Да. При Ельцине. Да. Республика тире государство. Да. Так, право законодательной инициативы, законодательным органом субъекта, да, вот. Ну, тут речь идет о наши товарищи не очень согласны предоставить прокурору законодательную инициативу, да. Но вот в законе 184 и раньше было, законодательные инициативы могут предоставить общественным объединениям, а также простым гражданам, проживающим на территории республики. Но у нас никому не предоставляют. Вот поэтому, у нас даже общественная палата не имеет законодательной инициативы. Поэтому, видите, как, вот почему у нас Конституционный суд не работал, сидел, да, год, 1-2 дела. Да. Не предоставили возможность на прощение. Хитро поступили. Я об этом знаю. Я сам работал в суде. Вот потому они без работы сидели. Вот, 7 лет работы, 7 дел рассмотрели. И почетный судья. А видите, как, это тоже несерьезное дело, да? Вот, поэтому, мне кажется, вот в нашем законодательстве или нашей Конституции можно было расширить субъектов законодательной инициативы, представить, например, гражданам, почетным гражданам республики. Или вот Сахаконгресс. А почему не имеет права воспользоваться законодательной инициативой? И представительные органы без того самоуправления. А то, что касается прокурора, ну, прокурор субъекта федерации, конечно, очень компетентный, поскольку практически во всей сфере у нее полномочия контроля, да, поэтому они могут воспользоваться законодательной инициативой. Вот. Ну, я не возражаю, например. Я страшно возражаю. Вот. И еще насчет прокурора, да, 69-я статья есть. Слишком расширили полномочия прокурора субъекта федерации. Очень. Это почти высшее должностное лицо. Выше. Да. Что там, значит, губернатор? Полномочий-то нет. Полномочия у прокурора. Сразу предупреждение. Вот. Слишком и плановые проверки, и внеплановые проверки. Притом в каждой сфере, вплоть до ЖКХ, вплоть теленок родился, вплоть чего-то, все, их полномочия. Ну. То есть ваше предложение как бывшего прокурора? Мое предложение, пусть будет законодательной инициативой, ну, если, конечно, толковая инициатива, конечно. Ну, с каким замечанием можно, наверное. Дальше, статья 15. Избрание депутатов законодательного субъекта. Ну, тут есть 25% есть. Вот это тоже ваше мнение, это очень дискутировали действующие депутаты. Да. Ну, тут видите, как хитро-мутро есть, да, в этом, да. Вот. Ну это когда главе даю, да, вот депутаты имеется в виду. Ну, это, конечно, ну, 25% это есть, конечно. Ну, статья 19. Ограничения, связанные с депутатской деятельностью. Депутат не вправе входить в состав органов управления, попечительских, наблюдательных советов и так далее. Ну, этим я согласен, конечно. И вообще, я вот ввел бы, допустим, моя была воля, да, вот, предприниматели не должны быть депутаты. Японии, в других странах мира, у них не государственное мышление, другое мышление. Допустим, миллионер у нас есть, правильно? У нас у него мышление другое. Я уважаю этого депутата. У нас Госдума вся состоит, сколько там процентов? Большинство состоят из Ну, это себе делали. богатых людей. Себе делали. Там миллиардеров много. Долларов. $3 миллиардера, там около, сколько, 200, что ли, там долларовых миллионеров есть в Госдуме. И что? Вот И что законопроект? Субъект мы можем ограничивать.
Вот. И вообще, значит, те структуры, которые подчиняются исполнительной власти, они не должны быть депутатами. Это отдельный вид власти. Хотите внести диктатуру в пролетариата? Почти. Так, глава 3. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации. Вот. Ну, и в законе 184, и сейчас проекты, да, конечно, нет, значит, момента срока проживания на территории. Ну, кто-то сказал, Да, Владимир нету, сказал, нету, вот да. с Крыма, например, придет человек и будет руководить субъектом федерации, не знаю, никаких народов, против. Ну, это российская конституция такое. Ну, это Ну, не 30 лет это слишком. Мы, когда принимали Конституцию в 92 году, мы же специально 15 лет срок проживания республики было, 40 лет не младше, все-таки человек должен быть мудрым, не только способным, правильно? А тут 30 лет жизни не знал. Может, он отличник, но жизнь-то все равно не знаешь, правильно? Вот. Мы, конечно, с этим бы не согласились бы. Вот. Но здесь есть альтернатива же. Это просто гражданин, который неизвестно где живет по территории России, но или депутат госсобрания нашего на 5 лет. Один созыв, если он отработал, тоже может. Вот. И, высшее должностное лицо, это новшество, кажется, я в законе 184 не нашел, одновременно замещает государственную должность Российской Федерации и должность субъекта Российской Федерации. Это новшество. Да, это новшество. Это кажется правильное новшество. Вот, избрание высшего должностного лица. Тут хитро-мутро, и в законе 184 тоже есть, да, и сейчас повторю, да, 5-10% должны поддержать депутаты муниципалитета. Вот. И еще 3/4 муниципалитетов должны поддержать. 27. Это блокирование. Да. Это блокирование. То есть это хитро сделано провести своего. Вот. И это публичная власть. Вот это неправильно. Когда тогда И раньше неправильно было, и сейчас неправильно. Это специально блокируют. Нет, вот это как раз нарушение, если мы считаем, что есть публичная власть, как народовластие. Тут можно свое мнение. Да, как народовластие, если мы понимаем публичную власть, Нет, по сути, то это будет как раз нарушение основы сути этого законопроекта. Статья 25. Основные полномочия высшего должностного лица. Пункт 5. Формирует высшие исполнительные органы субъекта и принимает решения об его остатке. И в законе было 184, да? Он, по сути дела, возглавляет исполнительную власть в том случае, когда нет председателя правительства. Да. А если нет, в Бурятии не было председателя правительства, да, он возглавляет исполнительную власть. Тоже такая норма заложена сейчас, да. Вот, недавно было, у нас тоже проект был у нас, хотели внести, потом почему-то убрали, взяли, да. Вот, я тогда писал, куда тогда девать будете председателя правительства Тарасенко, если уже он работает, правильно? Вот. На этом остановились, вот в чем дело. Но тут еще есть должность заместителя. Если председателя правительства не будет. Заместителя главы. Главы будет. Да. Да. То есть новая должность, которая не прописана. Да, не прописана, это есть. Да. Это новшество. Да, это тоже новшество. Вот. Дальше. Так, хорошо. Статья 29. Меры ответственности высшего должностного лица. Тут уже сказали, да, президент имеет право, значит, отрешить его от должности недоверием, да? Вот это по каким основаниям? Да, 184 А там тоже есть это. Но там есть за коррупцию и так далее. Нет, просто без объяснения недоверия. Нет, там по двум позициям. Да. Там есть. Да, там есть, да, вот так. Недоверие, да? Здесь проще. Тут вообще в Трудовом кодексе есть. Работодатель имеет право уволить человека без объяснения причин. Есть норма, статья такая есть. Это хорошо, я работодатель. А здесь глава, который всенародно избран. Правда, два варианта. Да. Или госсобранием, или народным. Допустим, народным избран. Тут вот что... Как может он, опять же, публичной власти игнорировать волю населения данной территории субъекта? В другом моменте там сказано, может отрешить, не по доверию, а отрешить, да, в том случае, когда не выполняет решение Верховного суда республики, когда не выполняет решение Конституционного суда России. Там они оговорили, да. А тут этого нету. Вообще нет. Это нету. Вот чем дело. Статья 50. Договор о разграничении полномочий. Да.
Вот это очень хорошая статья. Вот Михаил Ефимович все время говорит, давайте возобновите договорные отношения Российской Федерации. Вот. Я давно не замечаю, наши вообще давно значит, не занимаются договорными отношениями Российской Федерации. Да? Вот тут пункт первый. Допускается случай, если это обусловлено экономическими, географическими и иными особенностями субъекта. Она подписывается договор президентом и руководителем субъекта. Вот хорошая норма. Где-то вы нашли? Статья- Подписывается. Там есть, в этой норме есть. Пункт 1. Этого я не видела. Подписывается президентом и высшим должностным лицом субъекта. Статья 50. Статья 50. Нет, я тут держу. Есть. Дело в том, что у нас федеративный договор мы принимали как составную часть Конституции Российской Федерации, который был ликвидирован, да? Вот так, по чести, да? Не ликвидирован, Ну, и исчез, потерял свои, так сказать, силу. Да, целая глава. А это просто договорные разграничения полномочий. Вот, Насколько мы это понимаем, Вот как основу федеративных отношений? Вы понимаете так? это, мне кажется, очень хорошая норма, да? Мы можем сколько угодно мотивировать географическими и другими, значит, условиями и заключить договора. Иванович, готов сказать? Вот недавно передача была, вот как его, у нас секретарь обкома партии, который очень смело ставил свои вопросы, Семен Захарович. Его заслуга же это установление коэффициентов, надбавок и так далее. А мы сидим до сих пор, ничего не можем делать. Поэтому надо быть смелым уже. К слову сказать, в Америке все 500 племен имеют прямые договорные отношения с президентом Америки. А почему мы сидим? Вот воспользоваться надо. Но это нашему руководству сказать нам надо. Нашему руководству. И 58 статья бюджет субъекта. Ну, почему-то я не вижу, там, смотри, раньше в законе 184 было, да? Публичные слушания или общественное обсуждение. Ну ладно, пусть публичное слушание будет, но я почему-то не нахожу общественное обсуждение в бюджете. Надо бы это расширить. Народ должен знать, куда идут статьи, как идут статьи, там, почему такие строительства вдруг появились на 18 миллиардов рублей, кто согласовал, какое отношение имеет парламент в этом отношении. Ну, у нас этого-то нет уже. Нет, этого нет. Но есть еще очень такая осторожная, серьезная статья 60. Пункт 3. Особенности осуществления полномочий органов госвласти субъекта Российской Федерации на территориях закрытых административных образований, на территориях ТО, на территориях инновационно-научно-технический центр, инновационный центр МОВ должны устанавливаться федеральным законодательством. Опять бланкетная норма. Еще столица. Вот это самая страшная норма, я так считаю. Да. Поэтому, нам быть готовыми. Нет, вот какое-то отношение имеет к публичной власти? Вот скажите. Вот это расщепление территории Российской Федерации на сначала как будто на общую публичную власть, потом из них выделят неизвестное количество подобных территорий. Вначале они, значит, в связи с тем муниципалитет ввели систему, да? Под этим соусом они вот такие новые нормы. Вот самые серьезные нормы. Вот не здесь ли находится собака? Да. Очень серьезно. Вот поэтому вот вы сейчас предлагали вот это сдвинуть несколько статей, да? А на эту статью кто-либо из ваших экспертов говорит, что надо вот и в эта собака должна быть выкопана. Вот из-за этой же статьи пострадал Гоголев. Да, именно вот из этого. И статья 61. Взаимодействие законодательных органов субъекта Российской Федерации и исполнительных органов субъекта Российской Федерации. Ну, в 184 законе я не нашел. Сейчас дается возможность, там, значит, депутаты имеют право присутствовать в совещаниях исполнительных органов. И, значит, по поручению председателя парламента даже может принимать участие работник аппарата. Вот это мечта была Михаила Семеновича. Это хорошая норма. Действовать вместе с исполнителем. Очень хорошая норма. Ну и 63 статья.
Конечно, 63 статья, я уже говорил, Да. слишком широко, конечно, Госконтроль. госконтроль, Надзор. прокурор субъекта федерации, Да. неограниченные полномочия. А почему, я вот немножко еще разъясню, да, Евросоюз, да, Евросоюз прямо тогда, допустим, нам замечание указание делать, это слишком такой орган, где власть сосредоточена в одни руки, да. И по этой причине с 2007 года, да, изъялись прокуратуру следственный орган и отдельно делали. Отдельно То есть выделили. монополию одного органа. Вот. Прямо нам замечания давали. И опять же это восстанавливается. Да, и потом в жестком принципе разделения 3 ветвей власти. Да. Вы заметили, что у субъекта только 2 ветви власти остались. И этот прокурор никакой ветви власти не относится. Видите, как, что интересно, ни в какой ветви власти не относится. На- Как президент России. Может совместить эти должности. Вот в чем дело. Главнокомандующий, президент и прокурор. И все будет в порядке. Ну, у меня все, спасибо большое. Спасибо огромное. Вы очень хорошо отработали свое невидение, но сейчас вам нужно подготовиться, Михаил Михайлович, к высказанным сообщениям, озвученным здесь на наших общественных слушаниях, и также кто будет с нами дискутировать. Сейчас мы в чате еще не видим никаких пока предложений, ни вопросов, ни заявок на выступление. Ждем от вас, уважаемые участники наших общественных слушаний в чате. Так, пожалуйста. Михаил Семенович, да? Пожалуйста. Ага, спасибо. Ну, во-первых, мы ссылаться на федеральный закон 184 абсолютно прекратим с 1 января 2023 года. Так. И 65 статья гласит следующим образом. Со дня вступления главы 2, 4, 5, 6 уже теряют свои действия. И, Что теряет свои да. действия? да, эти главы утрачивают силу. Прямо так указано в 65 статье. Да, ну, Да. И глава 1 тоже. Вот. 1 и 2 пункт 65 статьи. И в единственном числе вот по регулированию ветвей власти Российской Федерации и ее субъектов будет закон, который мы обсуждаем. С 1 января, я повторюсь, с 1 января 2023 года. я не поняла, какой закон теряет силу? 184. Я не вижу. Вот она, вот прямо написано. Это Аллах Нет, нет. Вот Поэтому- вот это список, Поэтому которые... мы не можем ссылаться на этот закон. Вот в этом законе Вот есть- а вот перечень актов, которые Вот, подлежат вот, изменению, вот, закон я вот вижу, закон, это я вижу, Да. но вот в самом перечне актов, которые теряют силу, вот этого закона нет. Нет. А в проекте есть, вот сидит прямо написано. Вот это тоже недоработка этого законопроекта. Поэтому в единственном числе Да. этот закон будет действовать. Некоторые статьи, я пройдусь по некоторым статьям данного закона, которые даже превосходят по своей силе и действию Конституции Российской Федерации. Вот то, что ранее выступавшие по той или иной части это затронет. Поэтому начну с того, что публичная власть, которая определяется, вот, допустим, в терминах, и есть определение Конституционного суда, очень расплывчато. Там не поймать руками и не объять это объясню. Поэтому мы должны действовать таким образом, менять само название этого закона. Так. Депутаты Государственной Думы, глава нашей республики и Тюмень должны конкретно работать по сути этого закона и начинать с названия этого закона. Я предлагаю вот на этом слушании закон назвать
об общих принципах организации органов государственной власти и местного самоуправления в субъектах Российской Федерации. И на этой плоскости надо обсудить. Нет, добавить. Никаких всё. публичных Всё. близко не надо подпускать. Понятие. То есть ликвидировать самого ребенка выкинуть Да. из этого корыта, да? Да. От названия надо уйти, и Мгм. надо перейти в содержание этого закона, Мгм. что хочет именно этим законом российская власть. Так, Не прикрывает понятием публичной власти. что это? Поэтому вот еще раз повторюсь, вот участники, чтобы поняли, и некоторые действия, они тоже с их стороны было на уровне органов государственной власти нашей республики. Закон назвать об общих принципах организации органов государственной власти и местного самоуправления субъекта Российской Федерации. Тогда всем будет понятно, о чем будет речь идти, и в любом случае этот закон в том или ином варианте они примут. Мгм. Потом в дальнейшем нам с таким, на такой плоскости нам будет легче со своей конституцией работать, республиканской конституцией, и выходить депутатам, которые имеют законодательные инициативы, в том числе депутаты Государственной Думы, сенаторы, глава республики, депутаты Государственного собрания и общественные организации, чтобы могли иметь законодательную инициативу по тем вопросам, которые именно касаются ветвей власти. Теперь конкретно по статьям. Я постараюсь не затронуть то, что вот предыдущие выступающие свои мнения высказали. У меня тоже как бы мнение повторяется с ними. Вот о федеральных территориях речь идет. Федеральные территории, мы как должны воспринимать? Федеральные территории нарушают целостность территории нашей республики. Это любому, независимо от специальности, профессии, квалификации, всем понятно. Если будет устанавливаться односторонне законами Российской Федерации, нарушается целостность. Независимо, это будет в центре, на практике нашей республики, это будет в центре нашей республики, или арктических улусах, или южных улусах. Да. Поэтому по федеральным территориям, до принятия российского закона по федеральным территориям, этот закон не должен иметь такую статью. Вот мое мнение. Должны противодействовать наши представители в Совете Федерации, Государственной Думе и непосредственные руководители наших государственных органов. Так, это одно. Так, следующее. Вот говорит, правильно тут заметили, что федеральные власти не должны вмешиваться. Они очень культурно тут пишут, могут участвовать. Участие – это уже вмешательство в формирование органов управления. Министр финансов, министр здравоохранения, образования, даже до жилищно-хозяйственных структур. Они по формированию этих органов управления, начиная его руководителя, имеют право вмешиваться. Но это недопустимо. Если мы в своих структурах управления республиканских не можем свое мнение иметь, чем будет управлять республика? Главное, прачечная как бы. Специалист, что сын Патрушева. Он не знает, что. Ну, думаю, у нас время не ограниченное, поэтому постараюсь говорить то, что я тут Конечно. отметил. Вот статья 6. Участие органов, входящих в единую систему публичной власти. Это касается органов самоуправления. Да. Ну, есть закон, где должны учитываться национальные традиции, обычаи. Тут ни одного слова.
Нету. Просто общими словами в проекте записали, что законами принимается никаких ссылок на национальные исторические традиции тех или иных народов или республик, субъектов. Тут речи нет. Ну, по органам самоуправления у меня свое мнение, которое я старался довести до органов, до государственных органов нашей республики. Я в конце, что имел в виду, в течение многих лет я скажу, доведу до вас, до участников данного мероприятия. Вот законодательный орган субъекта федерации. Позавчера и сегодня мы стоим на том, что законодательный орган должен быть высшим и в то же время государственным, поскольку вот и тогда говорили, ну, два дня тому назад на заседании комитета Иртемена, должен быть высшим государственным законодательным органом. Мы возвращаем к 1993 году, когда вот Михаила Ефимовича был проект, я не знаю, чья инициатива была на самом деле, я думаю, федерального центра законодательной власти. Тогда мы говорили, не только я, вот в основном 4 депутата Палаты Республики, вы настаивали, что ни в коем случае не должен быть только законодательным. Поэтому после дебатов, после нескольких заседаний, все-таки приняли Государственное собрание. Наш орган сегодня Государственное собрание и Тюмень. Высший орган, законодательный орган нашей республики. И тут стараются, уже это не первый раз, отпускают контрольную функцию. Но это по логике не подходит. Бюджет принимает государственный орган Тюмень. За собственностью имеет право там продавать, не продавать, разрешает, не разрешает. И при этом не должен иметь, по проекту данного закона, не должен иметь контрольную функцию. Это по логике даже не подходит. Это легко можно доказать на уровне Государственной Думы, это Совета Федерации и даже на уровне президента Российской Федерации. Так, споры идут со дня оглашения послания главы нашей республики, какое количество должно быть в Государственном собрании Тюмени. Ну, насколько я помню, Айсен Сергеевич вышел предложением, что должен быть там 35 депутатов. Потом как бы они между собой согласовали, я имею в виду главу и Тюмень, остановились на 48. Я скажу, что чудо произошло. Виктор Федоров, депутат Виктор Николаевич, отошел от своего предложения и сказал, что мы должны 70. Поэтому я, как бывший депутат, рад то, что там дискуссируют, советуются и так далее. И я думаю, что они придут к единому мнению и согласно российское законодательство, которое сегодня существует, все-таки у нас будет 70 депутатов. Ну, я бы в конце сказал, но тоже объясню в конце, но почему споры такие идут? Там сколько депутатов и так далее. Конечно, Российская Федерация имеет только один ориентир по формированию законодательного органа. Это численность избирателей. Да. Только это. А мы должны из чего исходить? Вы только что говорили, что республика – это государство. А раньше, вот, когда принималась Конституция Российской Федерации, там было государство, республика-государство. А потом умудрились это обозначить скобкой с двух сторон. Но все равно это сохранилось, до сегодняшнего дня сохраняется, что республика – это государство.
Конечно. Это не область, не край, не автономная область и не Статья 5 автономный округ. Конституции. Вот мы совместно с другими республиками должны упор делать на это. Мы республика, государство, поэтому должны иметь свои субъекты как государство. Мы не претендуем на полномочия Российской Федерации, но мы должны сказать, мы тоже государство в составе российского государства и должны иметь свои административные территориальные деления в виде субъекта. А мы взяли до 2002 году, их перевели на статус самоуправления. Вот Савсай Василий слушает, эти баталии он знает. В 2002 году какие баталии были, я тогда работал на исполнительной власти в качестве руководителя контрольного органа при президенте. Тоже выступал в совете, когда проводил этот совет Акимов, чтобы ни в коем случае не надо допускать. Это инициатива была Михаила Ефимовича. Макар Макарович подтвердит. Вдруг с какой ноги стал Михаил Ефимович в тот день, он собрал, сказал, что надо перевести районы. Тогда районы были, улусов еще не было, ну, название. Переведем на самоуправление. Мы несколько человек сразу спросили и высказали свое мнение. Четко по руслу нашего законопроекта. Ни в коем случае это не надо допускать. Поэтому вот Ульяна Алексеевич говорит, четко надо сказать, четко говорю, что формирование законодательного, высшего законодательного органа в лице Государственного собрания Тюмень должен быть, иметь субъектность. И от каждого субъекта по одному депутату. Это нам даст возможность повторить ту практику первого созыва Государственного собрания Тюмень. Палату представителей. Да. Да, Все. это даст возможность. Я думал, конечно, в единственном числе, если мы подойдем с этой стороны, Российская Федерация в лице любого органа не может возражать, потому что мы государство. Еще заметьте, 3 миллиона квадратных километров. Да, я вот, когда территория, пространство. нас призывал Иван Иванович высказать свое мнение по данному закону, я как бы в шутку говорил, надо исходить из количества территории. От квадратного километра надо избирать депутатов, кроме численности избирателей. Конечно. Но это, конечно, это невозможно, но мы должны сделать упор на субъектность, на свои субъекты Республики Саха, нашего государства. Хорошо. Тогда мы преодолеем этот барьер. Я в конце скажу, конечно, это будет повторение. Иду дальше. Некоторые части затронул эти вопросы. Да, вот то, что мы единогласно затронули. Устанавливается государственное, вот конкретно статья указа. Устанавливается административно-территориальное устройство. Как кедры они пишут? Они не пишут тут государственное административное устройство. Должно быть в этой статье устанавливается государственное административное территориальное устройство субъекта Российской Федерации. Они целенаправленно упускают слово государственное. Но это то, что я полагаю. Да, по всей вероятности. И тут как бы нам дают полномочия, я имею в виду не здесь сидящим, а субъекту. Утверждается соглашение об изменении границ субъектов Российской Федерации. Что это означает? Ну, эти два товарища, Кришев и Крашенинников, имеют только такое видение, я не могу сказать. Это в целом планы видения перспективного развития, территориального развития Российской Федерации. И заманивает нас, что с нашего согласия будет меняться территориальное устройство, будут изменены границы. Пишут, что границы субъекта.
Но это конкретно нас касается, потому что мы одну пятую Российской Федерации занимаем, наша республика. А Татарстан вот своим многочисленным населением, там у них, у самих не хватает территории. Им это не грозит, эта статья. Так, Так, что я интересно. по-быстрому Ага. добавлю скоро. Мгм. Вот по законодательной инициативе тут говорили, что да, есть барьер. Никогда не было в практике, что Василий Сапсан тоже подтвердит. Мы выступали в законодательной инициативе, но 1/3 никогда не одобрение других субъектов, согласно российских субъектов, мы никогда поддержку не получали. Поэтому, кроме этого, эта норма не работала, и еще плюс дополняют. Тут пишут, требуется заключение правительства Российской Федерации. Да. Еще к этому прибавляют одобрение согласия правительства Российской Федерации. Абсолютно. Никакая законодательная инициатива не будет принята. Совершенно правильно. Это, Да. это еще раз выхолащивает суть Да. публичной Вот, власти. Да. Поэтому это не соответствует Да. духу возможного закона. Позавчера я говорил, вот на заседании комитета, есть только одна статья в пользу нас. Это статья 10, которая дает право гражданам, проживающим на территории субъекта, иметь право на законодательную инициативу. Но конкретно не пишут. Это напрямую они обращаются к субъекту или органам государственной власти. Тут тоже как бы заманивает, что каждый гражданин будет иметь законодательную инициативу, но никакой конкретики нет. Я Совершенно правильно. заканчиваю. Да. Иду к финишу ускоренным темпом. Ты марафонец, настоящий Да. марафонец, законодатель. 11 статья, час 5. Вот они так пишут. Вот мы затронули здесь. Иван Иванович об этом говорил, Макар Макарович тоже, что принимает по формированию тех или иных структур управления, министерств, органы государственной власти Российской Федерации. Но при этом созданные на территориях субъекта структуры Федеральный. приходят, с чем приходят, не написано, там информация, отчетом или просто отвечать на вопросы, пишут таким образом. По приглашению государственного собрания. Нет никакой обязательности. И еще дают там люк. Если не подходит, то должен объяснить, по какой причине должен он отказываться от выступления органов государственной власти субъекта. Потому что они не подотчетны никоим Да. образом Правильно. органам субъекта федерации. Вот сейчас эпидемия, да, у нас ковидная. Все? Если приглашает Все глава или непосредственно руководитель территориального надзора, она еще подумает, прийти или нет. Ясно. Да. Еще какая мысль? И культурно объяснить, почему она не приходит. Все понятно. Ну, вон, имеется, должность имеется в виду. Я Ты не кого имею. ты имеешь в виду? Явно она дела. Ты явно кого-то, наверное, этот Рособорнадзор, наверное, имеет в виду. Так, дальше у нас Да. еще... 3 момента или заключение сделать. Давай, Заключение. сразу заключим. Вот барьеры. Мы говорим на уровнях обсуждения, говорим, что фильтр. Да. 3/4 должны дать согласие на должность главы, на кандидата на должность главы нашей республики. Ну, простая арифметика. 3/4 это 27 муниципальных образований в данном случае. Никогда ни один кандидат не получит этого соглашения. И будет по рекомендацию
по указу президента Российской Федерации исполняющий должность будет в единственном числе со своим техническим кандидатом. И как в прошлый раз будут официально, кто занимает исполняющую должность главы, и технический кандидат. Никого не подпустят на эту должность. Да. Так, еще что хорошо? Еще два момента. Статья 27, вот только что говорит. Президент Российской Федерации право своим указом назначить временно исполняющего. С этой статьи, вот, часть первая, мы можем уйти на уровне своего законодательства. Мы должны сказать, в случае досрочного ухода от должности главы республики, кто должен замещать? Председатель правительства или еще кто-то. Заместитель появляется. Да, своим законом. И должны уйти от практики. Вот Егор, чтобы все понятно было, Егор Афанасьевич досрочно ушел, Владимир Владимирович назначил Арсений Сергеевич. И никого не подпустили. День в день. Да, и такого не должно быть. Раз мы субъект статусами республики, хотя бы это полномочия должны быть нашими и республиканскими. И последнее. Вот они пишут разные наши полномочия, тех или иных и так далее. А в конце, в 7 главе пишут, все эти полномочия ограничиваются только участием. Вот именно. Да, 6 глава. Но... До 6 главы вроде бы полномочия дают, а в этой главе все уходит на нет и допускает только участие. Вот тебе публичная власть. Это совершенно неприемлемо. Заканчиваю, Ульяна. Ты очень хорошо выступил. Так, и результат? Да, результат таким образом. Я бы как бы не пропагандирую себя, но по тем вопросам я выступил вот в прошлом году, в августе, в газете «Туймада». Статья называется «Республика государства Псковское». И вот мой черновик, одно из изданий хочет всякую брошюру сделать, книгу, 60 лишним страниц. Тут я по государственному устройству нашей республики. И вот книга «Без правды нет истории будущего». Здесь тоже я по административно-территориальному устройству, по государственному устройству свое мнение давно высказал. Вот как. Мы, если порядок не приведем, не примем конкретные законы, в том числе Конституции, мы будем всегда зомбированы российским законодательством. Будем всегда под колпаком. И упорядочить надо субъектность и разобраться в самоуправлении. Что я имею в виду? 45-я статья Конституции говорит, что Республика Саха-Якутия состоит из районов. И там обозначены, какие районы. Но это давно, 92-м. Вот, я все время обращаюсь к Василию, поскольку он долго работал в исполнительной власти. Это норма была, эта статья была принята в 92 году. И сегодня существует. Это дает нам право. Вот народ понимает, что муниципальные районы думают, что это субъекты. Ни в коем случае не должно быть. И даже на это не обращают вот главы, вот предыдущие существующие, и даже их Тюмень. То, что они нарушили Конституцию. Сегодня сколько субъектов имеется? Вот, допустим, возьмем город Якутск. Стал округом. Затай ушел на другой статус. Отделиться от города Якутска. Тогда мы должны говорить, если существует, работает эта статья, должны говорить, что
Не с 35 районов Михаил Семенович, состоит республика, а с все 38. поняли. Да. Михаил Семенович, мы очень хорошо поняли. Поэтому надо Конституцию надо упорядочить, Да. и самоуправление какое должно. Мы чем можем... Да, поняли, дорогой. Чем должен? Я еще не рассказал. Нет, слишком долго Чем все-таки. должны... Не надо приглашать тогда. Так не надо. Мы ценим твои мысли. Тема Ага. Мы ценим твои Тема мысли, такая, тем не вот менее. самоуправление, мы можем как уходить от давления республиканского законодательства. Должны в одном районе, одном наследии создать две ветви власти. Всё, дорогой. Самоуправленческую, вот как они пишут, публичную, Хорошо. на общественных началах. Все, понял, дорогой. А все должно быть на государственной основе. Вот самое интересное, что суть твоей мысли состоит в том, что в этом же законопроекте есть прекрасная мысль, а именно субъект, законодательная власть субъекта имеет право разработать и принимать законы по вопросам, по которым не разработано федеральное законодательство. Мы должны, Да, все понял. Илья Алексеевич, Это самое мы важное. должны, Все понял, дорогой мой. мы должны, Все. согласно своей конституции, Да, вот создать районы государственным статусом. Мы поняли твою мысль, Государственный но статус. эту мысль совершенно невозможно принять. Нет, Но дальше мы, поскольку у нас общественное слушание, то мы не ставим никому неправильно и неверно. Только Дальше таким образом идем. можно решить вопрос. Давайте. Спасибо. Так, одну секунду. Вот тут народ и спрашивает, кто такие здесь сидят. По идее, мы здесь все наши обозначили, кто здесь сидит. Вот у нас сидит Макар Макарович Яковлев, как уже вы сказали, доктор юридических наук. Мы все депутаты разного созыва. Значит, Иван Иванович Шамаев, это доктор физико-математических наук, председатель Сахаконгресса. Также народный депутат 5-го созыва. Вот только что блестяще выступил Михаил Семенович Санников, он тоже депутат. Первого мы с тобой были, еще какого-то. Третьего и Верховного Совета. Да, еще легендарного Верховного Совета. Никакой легендарности там не будет. Ну, так это стереотип, имидж. Ага. Вот таким образом у нас люди очень достойные. Если теперь выступает также народный депутат первого созыва, да? Второго теперь, да? Второго. Мы с тобой были первого, второй был. Вот. И Гаврил Гаврилович Местников. Спасибо. Вот, завершающее выступление. Прежде всего, я хотел бы поблагодарить участников общественного слушания по очень серьезному вопросу. Речь идет, в какой власти мы будем работать, жить в предстоящие года. Хочу напомнить вам, что этот законопроект, который мы сегодня долго и очень тщательно обсуждаем, он, законопроект, выставлен после принятия обновленной Конституции Российской Федерации. Авторами данного законопроекта выступают люди, которые были в рабочей комиссии по обновлению Конституции Российской Федерации в прошлом году. Крашенинников и Клишес. Хабриева была Алия, которая руководила, академик, значит, статус имеющий международный авторитет юрист. И вот почему-то в очень скором времени именно данный законопроект он представлен для того, чтобы Госдума принял. С какой целью и для чего в данное время этот законопроект предложен? Вы, уважаемые участники общественного слушания, наверное, поняли, что это очень сырой законопроект по многим позициям. Как сказал наш доктор наук Макар Макарович, более того, почти чуть ли не 80% перенесенной статьи действующего закона 184, но вызывающие некоторые споры понятия публичной власти, значит, соответствующие по полномочиям организация государственной власти и так далее. Так, я хотел бы вот что сказать коротко. Конституция обновленная, статья 67, пункт 1. Там пишется: на территории Российской Федерации в соответствии с федеральным законом могут быть созданы федеральные территории с публичной властью. Да. Вот этот термин «публичная власть» впервые обозначен в данной статье.
Да. Но что такое публичная власть, до сих пор никто не может понять, именно имея федеральную территорию. Да. В Российской Федерации уже факт есть создания федеральной территории. Это Сириус на территории города Сочи. Кто из присутствующих или те, которые слушают наше общественное слушание, видели федеральный закон именно под названием организации этой территории, Сириус? С какой формой власти? Если мы обсуждаем данный законопроект именно в категории организации публичной власти, у нас выпадает, мы до сих пор, как избиратели, как граждане, не понимаем, носители власти по Конституции, единственные. Мы не понимаем, что такое публичная власть на этих территориях. Да. В связи с этим у меня предложение конкретное. Хотя, возможно, это не пройдет, потому что по итогам выборов вот недавних, значит, в Госдуме конституционное большинство партий «Единой России». Но тем не менее, поскольку Сардана Владимировна сказала, что внимательно будет изучать, мне кажется, значит, пока не расшифровки не будет, что такое публичная власть, через какой-то нормативный документ, скорее всего, через закон это было бы правильно, поскольку это форма власти, и именно на федеральных территориях и на иных территориях, которые определяются с федеральным законом. Этот законопроект отклонить до принятия данного законопроекта, вернее, ну, вот предлагаемого законопроекта, определяющего, что такое федеральные территории и определяющего форму публичной власти на этих территориях. Тогда мы можем понять, какими полномочиями субъекты Российской Федерации, муниципалитеты, но я не говорю там, что все будет прописано, государственная власть Российской Федерации четко, наверное, и они себя не будут ущемлять. Вот. Эти федеральные территории, скорее всего, будут ущемляющим фактором организации власти субъектов Российской Федерации. Даже посмотрите, какой норме, так сказать, нам предлагают. Помните, Конституция, даже обновленная, определяет 3 уровня полномочий власти: федеральные, совместные и субъектовые. Субъектовой власти даже уже попытки сделаны, как Макар Макарович сказал, и Иван Иванович. Значит, варианты именно вмешательства в организацию публичной власти у нас. Хотя по Конституции эти полномочия субъекта, организации власти субъектов. Так? Это, значит, настораживает. Это первый вопрос. Второй, значит, я предлагаю все-таки, в общем, императивно определить, вообще свести на нет законодательное, так сказать, право законодательной инициативы прокуратуры, органов прокуратуры. Почему? Статья 129 Конституции Российской Федерации определяет четко понятие, значит, прокуратуры Российской Федерации. Это единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих надзор. Что такое централизованно? Особо подчеркнуто. Не просто федерально, а централизованно. Стало быть, значит, в этой системе законодательной инициативы в основном будет именно исходить из интересов то, что там, значит, будет предписано. Ну, условно говоря, сверху, со стороны федеральной власти. Вот эти моменты, значит, они, конечно, настораживают. Понятие, значит, вообще федеративное устройство Российской Федерации в этом плане. Первый наш сообщатор Жирков Егор Петрович, он прав, затрагивающий именно федеративное устройство государства. Уже основа конституционного строя Российской Федерации. Потому еще раз подчеркиваю, особо не споря, значит, предложит, может быть, этот вариант примется, не примется. Прошу, значит, мое предложение по поводу того, чтобы именно пока не будет определен федеральным законом, значит, новые понятия федеральной территории с публичной властью, рассуждать о системе публичной власти в целом по Российской Федерации, это преждевременно. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Молодец, очень ярко, точно выступил.
Он всегда таким был, Таким останется. да, и таким останется. Итак, значит, мы заявленные выступления полностью выслушали. Мы на это дело потратили 1 час 34 минуты, Да. полную академическую лекцию. Да. Так? И сейчас мы видим в чате, у нас желающих выступить не записаны, их нет. Следовательно, мы сейчас имеем возможность подвести итог нашей работы. И так как мы начинали, мы свою работу подводим таким образом. Мы готовим обобщенное заключение по выступлениям. Мы не имеем права чью-то либо мысль полностью считать верной или неверной, Да. потому что это жанр общественных слушаний. Все это мы обобщаем, группируем, систематизируем. Благо у нас есть доктор юридических наук, доктор физико-математических наук, способные именно заниматься упорядочиванием мыслей, и мы их попросим. Включил микрофон. Ага, хорошо, и мы, я вижу, ага, Сергея Сирского, одну секунду. Значит, мы таким образом подведем итоги нашей работы в виде расширенного заключения. И эти материалы мы направим 5 нашим депутатам Государственной Думы и Государственному собранию Илтумен от имени Общественной палаты нашей республики. У нас Экспертная комиссия. да, и нашей экспертной комиссии. Сейчас у нас вот хочет какое-то слово высказать у нас член Общественной палаты Сергей Сюльский. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники общественных слушаний. Слушая наших выступающих, конечно, приходит сразу к выводу. Не обозначены в этом законе полномочия и уровень, правильно говорит выступающий, да, что местное самоуправление у нас как бы тоже имеет органы публичной власти. Но у нас же он двухуровневый. Да. Поселения и еще у нас районы. Районы, как таковые, сейчас мы говорим, они имеют свои полномочия, да, но они не имеют даже земли своей. Это только земля, на которой стоит это здание администрации. А вся остальная территория принадлежит уже поселению. О каком тут равноправии можно говорить? А главы поселения утверждают, что они равноправные субъекты с главой района. Поэтому это надо нам как-то упорядочить. И источники, их пополнение бюджета тоже неясны. Например, земля, если принадлежит поселению, а район чем будет пополнять свой бюджет? Поэтому, пожалуйста, этот вопрос, наверное, надо тоже учесть. Спасибо. Спасибо. Вашу мысль мы поручаем Михаилу Семеновичу глубже отработать. Вы специалист 5-й части до мозга костей. Итак, значит, у нас больше нет выступающих. Благодарим вас всех за участие. Это было занимательно, думаю, наша работа. И это только первый этап. Еще нет и даже первого слушания, первого чтения нет. Если даже примут в первом чтении, пойдет второе чтение, которое мы уже будем детальнейшим образом отрабатывать. Что Николай Дмитриевич, что ли, хочет? Да. Мы уважаем Николай Дмитриевич. Добрый день. Мы в части понятий, да? Выступаю или не выступаю? Давай, слушаем тебя, Николай Дмитриевич. Вы все, заметили, что понятие «публичная власть», в общем-то, нигде не прописано. Поэтому я по тактическому вопросу. В связи с тем оттянуть время быстрого принятия Государственной Думы этого закона, необходимо обратиться к Общественной палате и Сахаконгрессу с требованием к Илтумену обратиться в соответствии со статьей 125 пункта 5 прим. 1 Конституции Российской Федерации
Конституционный суд Российской Федерации с запросом о толковании норм о публичной власти Конституции Российской Федерации и выше указанных статей, которые касаются публичной власти. Вот, значит, Гаврил Гаврилович тоже по этому вопросу сказал, что надо бы, значит, или федеральным законом, или каком-то. Вот толкование Конституции разрешает законодательному органу обратиться в Конституционный суд по толкованию Российской Федерации. Это первое. Второе, значит, в части, значит, публичной власти, которая, значит, была понятие дано, когда, значит, обсуждался изменение Конституции Российской Федерации. Там прямо написано о том, что, значит, дело в том, что зачастую власть регионов называется государственными. Однако это не совсем верно, вот утверждает составитель изменения Конституции Российской Федерации. А Россия действительно осуществляет свою власть через власти региональные, имеется в виду субъекты Российской Федерации. Именно Российская Федерация образует власти на местах, образованные таким образом власти сами могут организовать властные органы, при этом субъекты вправе самостоятельно решать, как им, значит, формировать органы внутри. Но регион в любом случае является частью федерации, не образуя отдельное государство. Под государством нужно понимать исключительно федерации. Вот, поэтому, значит, дело идет к тому, чтобы, значит, государственные, значит, власти отнять субъектов Российской Федерации и превратить, в общем-то, чуть ли не муниципальное образование под видом публичной власти. Я так вот предполагаю. Поэтому в любом случае необходимо обязательно в первую очередь получить понятие, именно понятие публичной власти от Конституционного суда Российской Федерации. Спасибо. Спасибо, Николай Дмитриевич, за предложение. Мы это предложение учтем и осмыслим еще. Итак, значит, мы сегодня завершаем наше общественное слушание. Благодарим всех, кто принимал участие и выступил с обобщающими своими экспертными заключениями. Это только начало. Перед нами, раз мы ввязались в эту драку, то предстоит еще очень много. Мы просим всех, у кого есть свои представления, мнения, предложения, принести это на имя Общественной палаты нашей республики. Мы будем продолжать начатое нами дело диалога всех ветвей власти и с намерением совершенствовать наши федеральные отношения, защищать интересы республики и многонационального народа России. Благодарю всех за внимание.